В деревне Паромис и селе Кедва Ухтинского района сформированы запасы продуктов первой необходимости. Каждую весну во время паводка эти населенные пункты оказываются отрезанными от большой земли. Ухта хорошо помнит, как 2 года назад часть города и ближайшие поселки буквально ушли под воду. А потому сейчас здесь уже начата профилактическая работа. Пока спецслужбы проводят командно-штабные учения, городские власти готовят пункты временного размещения. Подробности у Виктории Науменко. Резкое потепление привело к подъему уровня воды. Затоплено 56 домов на улице Заречная. В них проживают 106 человек. К счастью, это только сценарий учений. Сегодня его отрабатывают сотрудники управления ГУЧС, пожарно-спасательного гарнизона, скорая и МВД. Все, кто будет задействован в случае реального бедствия. Приведена в готовность и аэролодка. На ней людей эвакуируют из труднодоступных мест. Но обычно накануне подъема воды жителей подтопляемых территорий заблаговременно вывозят на автобусах в пункт временного размещения в бассейне «Юность». А после, при необходимости, расселяют в гостинице «Тиман». Все дома в зоне подтопления в администрации на учете. Работу с их жителями начали еще месяц назад. В течение месяца мы обходим каждый дом, опрашиваем каждый, кто проживает. Контактные номера телефонов оставляем, телефоны экстренных оперативных служб. Предупреждаем, где пункт временного размещения находится. Ну а так, уже ближе к маю месяца, будем уже непосредственно здесь уже перейдем в круглосуточное дежурство. Как могут готовиться к большой воде и сами жители подтопляемых территорий. Но против сильного наводнения, как в 2020-м, профилактические меры, увы, бессильны. Все поднимаем в доме. На козлы, кажется, на полметра, на метр, кажется. Но вода, кажется, в 2020 году была у нас 1,20 метра, кажется. Что было на столах, столы всего 90 сантиметров высотой, кажется, а вода была 1,20 метра, все затопило. Главное для жителей таких домов – страховка. Лучше всего государственная. Топило 19-20 год, кажется, со страховками. Государственная страховая компания выплачивает беспрекословно. А работа с населенными пунктами, которые по весне оказываются вообще отрезанными от цивилизации, это деревня Паромис и село Кедва, уже завершена. Туда до закрытия переправы уже доставлены запасы продуктов первой необходимости, как продукты, так и медикаменты. Люди завозят автомобилями, на почту завозят, там есть индивидуальный предприниматель, магазины его, то есть он тоже понимает это все и обеспечивает, то есть запас продуктов. Словом, к большой воде в Ухте готовы. В этом году пик паводка придется на начало мая. Снегозапасы выше нормы, говорят специалисты. Поэтому все отработанные меры безопасности, скорее всего, пригодятся. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.